Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости». В студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Продолжается благоустройство дворов. На придомовых территориях укладываются железобетонные плиты. Экспедиция в отдаленные села Приполярья. Библиотекари реализуют проект «Интинская летопись олено-транспортных батальонов». 200 юных талантов выступили для горожан с красивыми концертными номерами. Во Дворце культуры и техники прошел яркий фестиваль «Поющая Инта дети». Совсем скоро в Инте будут благоустроены два двора. Продолжается капитальный ремонт придомовых территорий по адресам Бабушкина, 3 и Мира, 13. Строительная бригада подрядной организации планирует завершить работы до конца октября. Подрядная организация приступила к ремонту дворов еще летом. Сначала была проведена большая подготовительная работа. По словам директора местной строительной фирмы, специалисты срезали несколько слоев старого полуразрушенного асфальта, расширили придомовую территорию, разровняли поверхность и произвели подсыпку. На днях в город пришли железобетонные плиты, изготовленные в Екатеринбурге. Сейчас производится их укладка. Также ожидается поставка партии заказанных плит из Кирова. В двух дворах по адресам Бабушкина, 3 и Мира, 13 будет уложено более 100 плит. Контракт мы заключили еще в апреле. Значит, работы мы начали там с июля. Очень сложно у нас с заказами плит вообще в Российской Федерации, потому что нигде в наличии ничего нет, все изготавливается только под конкретную заявку. То есть на складах плит вообще нигде нет. Вот. Ближайшие плиты, которые мы первые нашли, это Екатеринбург вообще. То есть это из Сибири, они там вокруг едут, к нам едут. Значит, вот эти плиты сейчас с Екатеринбурга, сейчас вот с Кирова тоже вышли уже плиты. Поэтому, до конца октября, я думаю, что мы должны все закончить, потому что там зима уже настанет. То есть мы до наступления зимы должны все успеть сделать. Значит, подготовку мы все сделали. Значит, 108 плит, значит, здесь будет укладываться дворовая территория. Есть проект, то есть все расширено, будет место для стоянки машин еще дополнительное. То есть будет еще и вдоль цоколя дома плиты укладываться и бетонироваться. То есть все должно быть красиво и хорошо в итоге. Работа кипит. Задействовано несколько единиц спецтехники. Подрядчику предстоит выполнить достаточно большой ремонт. Конечно, по проекту все срезали, отсыпали, значит, ПГС. То есть, достаточно тоже большой объем работы уже произведен. То есть на данный момент все отсыпано уже, подготовлено. То есть сейчас только будет укладка плит осуществляться, установка бордюров и бетонирование. Проблем, связанных с нехваткой спецтехники и рабочих, у подрядной организации нет. Специалисты трудятся с утра до вечера. Жильцы близлежащих домов с пониманием относятся к строительному шуму. Местные, конечно, есть же и свои. То есть мы же выполняем большой объем работ в городе и другой. Есть свои специалисты, стропольщики, техника вся есть. То есть сколько единиц там, 2, 3, 4 единицы в день, если надо, они всегда здесь. На удивление ни одной жалобы нет, хотя много вот здесь и отбойным молотком пришлось вдоль дома снимать асфальт. Люди терпимо относятся. Я думаю, что они понимают, что потом это все для них делается и будет улучшение их жилищных условий. Стоимость контракта по приведению в порядок данных территорий составляет порядка 8,5 миллионов рублей. Жители Бабушкина, 3 и Мира, 13 с нетерпением ждут благоустройства своих дворов. Напомним, отремонтировать их должны были еще в прошлом году в рамках реализации программы формирования современной городской среды. Но иногородний подрядчик тогда оказался недобросовестным и не выполнил свои обязательства. В бюджете Республики Коми увеличена доходная часть. Дополнительные поступления будут направлены на решение неотложных задач. В их числе на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, меры социальной поддержки, льготное лекарственное обеспечение. Об этом в своем видеообращении рассказал глава региона Владимир Уйба. Мы приняли изменения в бюджет Республики Коми на 2024 год, внесли эти предложения на сессию Госсовета, и сегодня на заседании сессии Государственного совета эти предложения наши были приняты. Итак, проект закона об изменениях в республиканский бюджет подготовило правительство республики, исходя из текущей финансовой ситуации. Какая это финансовая ситуация? Она положительная, и за счет этой положительной динамики поступлений за истекший период 2024 года дает нам основание прогнозировать
увеличение налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет. Доходная часть регионального бюджета увеличится на 6 миллиардов 900 миллионов. Поэтому мы приняли решение нарастить и расходную часть бюджета на эту же сумму – 6 миллиардов 900 миллионов. Это расходы крайне важные, практически неотложные. И сейчас я расскажу вам, какие это неотложные статьи расходов. 2 миллиарда 800 миллионов рублей – это представление межбюджетных трансфертов местным бюджетом в целях повышения оплаты труда отдельных категорий работников в связи с ростом прогнозного значения среднего дохода от трудовой деятельности в Республике Коми и увеличением РОД с 1 января 2024 года. По-русски это увеличение заработной платы у бюджетников. Это учителя, это медицинский персонал, это социальные работники. 1 миллиард 100 миллионов рублей – это социальная поддержка и неотложные вопросы, в первую очередь связанные с финансированием задач по СВО. Это и контракты, это и выплаты по ранениям, и те задачи, которые мы прописали в постановлении по помощи и поддержке семей участников СВО. 872 миллиона 400 тысяч рублей будут направлены на льготное лекарственное обеспечение жителей республики. Тема крайне важная, постоянно на контроле у меня и у правительства. Сегодня у нас нет задолженности по рецептам, по льготным, и, соответственно, мы очень четко считаем, сколько денег нам необходимо до конца года, чтобы не было ни в коем случае сбоя по льготным лекарственным, обеспечению льготными лекарственными препаратами. 787 миллионов 900 тысяч рублей дополнительные расходы на меры социальной поддержки населения, в том числе на оплату коммунальных услуг, пособия беременным, кормящим женщинам, пособия на детей для многодетных семей. В социальных сетях продолжают сообщать о появлении медведей в Приполярье. Дикие животные стали частыми гостями в черте населенных пунктов Интинского округа. Нападений на людей не зафиксировано, но эта ситуация пугает жителей. Как избежать неприятной встречи с медведями и что делать, в нашем следующем сюжете. Если раньше многие южане спрашивали про север, вы живете там, где медведи по улицам гуляют, то сегодня для интинцев это уже не шутка. Теперь это реальность. За последний месяц ни один житель Инты своими глазами видел медведя в разных частях города. В социальных сетях стали появляться видео с диким зверем, фотографии и записи крупных следов хищника, оставленные возле дач и гаражей, отдаленных от центра микрорайонов Инты. Ты видишь? Да тихо ты куда едешь? Да я специально, чтобы тебе видно было. Ты Да видишь? мне-то видно. Он стал на лапу такой большой! В городе! Жители делятся информацией в соцсетях, чтобы обезопасить и предостеречь земляков. Ведь именно сейчас идет активный сбор ягод и грибов в лесах. Погода позволяет сегодня еще оставаться на ночевку на дачах и отдыхать на свежем воздухе вблизи гаражей. О том, почему хищники идут к людям, как обезопасить себя и чего точно не стоит делать в повседневной жизни, чтобы не привлечь зверя, рассказал специалист интинского филиала Национального парка Юга-2. Главное самое от медведя, чтобы не убегали, вот, и побольше шуму, чтобы напугать животное. Вот. Ни в коем случае не пугать, не бросать на него ни палки, ни камни. Вот. Ну и избегать места такие, которые там за гаражами, кусты. Вот. В основном он обитает там, где выбрасывают отходы, где ягодники. Вот. Ну, в основном надо шуметь. Идете, если вдвоем, разговаривайте громко. Если один, включите телефон, музыку или еще ничего в таком роде. Даже когда вы идете, ломаете ветки, и он пугается уже. Специалисты Управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности администрации округа и единой диспетчерской службы регулярно мониторят информацию по данной теме и своевременно реагируют на все обращения.
Администрация муниципального округа Инта Республики Коми сообщает об участившихся случаях выхода диких животных, в частности медведей, на территории нашего муниципалитета. Хотелось бы отметить, что администрация держит ситуацию с выходом медведей на контроле. Осуществляется тесное взаимодействие с Интинским филиалом Общества охотников и рыболовов, Интинским отделом охраны окружающей среды и непосредственно с отделом МВД России Интинский. Напоминаем вам, что при встрече с диким животным не делайте резких движений, не преграждайте путь, обращайтесь в единую дежурную диспетчерскую службу администрации муниципального округа Инта Республики Коми по номеру 68415, а также в отдел МВД России Интинский по номерам 72001 или 72002. Напоминаем интинцам, что при передвижении по лесу следует избегать густых зарослей. Привлекательными для медведей являются берега рек, в которых водится и нерестится рыба. Так что в сумерках, на рассвете и ночью по таким местам лучше не передвигаться. Под запретом и приближение к останкам павших животных, рыбы и другим местам, которые могут являться источником разложившейся животной пищи. То же самое касается и созданных человеком мусорных свалок, ведь там медведи тоже могут добывать себе пропитание. Всякий раз, когда вы увидите медведя, остановитесь, сохраняйте спокойствие и оцените ситуацию. Если медведь не знает о вашем присутствии, вы можете уйти незамеченным. Если медведь двигается по направлению к вам, внимательно следите за тем, не меняется ли его поведение. Постарайтесь не выглядеть угрожающе, остановитесь, говорите с медведем уверенным тоном. Не кричите и не бросайте ничего в медведя, защищаясь от него. Это может спровоцировать его на нападение. И ни в коем случае не бегите. Вы не сможете убежать от медведя. Сотрудники Центральной библиотеки посетили несколько отдаленных сел Интинского округа в рамках реализации проекта «Интинская летопись оленно-транспортных батальонов». В ходе экспедиции библиотекари вместе с реконструкторами клуба «28-я Невельская дивизия» побывали в селах Петрунь и Косьювом. Рассказали местным жителям об уникальных в истории Великой Отечественной войны оленно-транспортных батальонах, в составе которых доблестно и отважно служили наши земляки, уходившие на фронт оленеводы из Косьювома, Абези, Адзивовома и Петруня. В рамках реализации проекта первая экспедиция состоялась в села Петрунь и Косьювом. Путь оказался долгим. Из-за низкого уровня воды в реках Косью и Уса добраться до отдаленных населенных пунктов Интинского округа было непросто. Путь от пристани 35-й километр до села Петрунь составляет около 100 километров. Библиотекари с реконструкторами преодолели его за 8 часов. Это один из самых больших и старых населенных пунктов Приполярья, которому более 150 лет. Сейчас здесь проживает около 400 человек. Многие из них являются родственниками оленеводов-фронтовиков. Сотрудники Центральной библиотеки совместно с реконструкторами провели для сельских жителей тематическое мероприятие. 1941 год. Враг наступал практически во всех направлениях. Директивой Ставки Верховного Главнокомандующего от 23 августа 1941 года из части войск Северного фронта был образован Карельский фронт. Он создавался с целью обеспечить северный стратегический фланг обороны на севере страны. Карельский фронт стал самым протяженным из всех фронтов Великой Отечественной войны и составлял около 1500 километров. Он сдерживал натиск финской и немецкой армии, стремившихся захватить Кольский полуостров и Советскую Карелию, обеспечивал безопасность Мурманска и Сорока-Обозерской железной дороги, ставшей второй дорогой жизни между Заполярьем и центральной частью СССР. Условия фронтовой жизни на северном направлении Советско-Германского фронта были суровыми. Одной из самых серьезных проблем стало обеспечение транспортного сообщения на огромной по протяженности линии боевых действий. Передвижение любого транспорта было практически невозможно из-за отсутствия дорог и глубокого снежного покрова. В эти годы на заполярном участке Карельского фронта действовали уникальные подразделения – оленно-транспортные батальоны, в состав которых входили оленеводы, крестьяне, рабочие, служащие Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого национального округа и Коми АССР. Даже спустя десятилетия после окончания войны масштабное использование оленей в боевых действиях в Заполярье остается уникальным опытом, не имеющим аналогов в мировой истории, что обеспечивает этой теме особое внимание. Молодцы сотрудники библиотеки, что вот затронули такую тему.
Я вот даже раньше, например, учась в школе, даже не знала, что вот такой батальон, например, есть. Очень много фактов привели, вот как перевозили, вот сколько погибло животных. Очень даже жалко затронула, так тронула. Вот. Оказывается, я и не знала, что мой дедушка тоже участвовал в этом олено-транспортном батальоне. Батманов Николай Иванович родился в 1909 году, отвоевал, был стрелком в этом лыжном батальоне, вот так у него в военном билете написано. Умер он в 1974 году, я его, к сожалению, не застала. Вот, но знаю со слов бабушки, папы, также сотрудников библиотеки, музея, вот, или когда рылась в документах старых, вот, находила ту или иную информацию. И вот совсем вот недавно я узнала, что он был участником вот этого батальона. Эта тема очень близка мне, потому что мой дедушка родной участвовал в этом батальоне, то ли 14-й батальон. У меня дочка писала в Москву вот проект про деда. Очень близко. Дедушка мало что рассказывал. Вот я не помню уже, мне было год, он умер. Мама говорила, что он очень мало про войну рассказывал. Но он отслужил и приехал 41-45 года, вернулся в октябре. Бабушка уже не ждала его. Он на Карельском фронте воевал. Уехал с Кожвы вроде как. А вернулся сюда, в Петруни? Да, вернулся. И жил еще до 1976 года. Специалисты библиотеки встретились с семьями бойцов олено-транспортных батальонов, чтобы собрать бесценную информацию, документы, фотографии, солдатские книжки, письма с фронта, вырезки из газет, записи воспоминаний для создания электронного раздела на сайте Центральной библиотечной системы, в котором будут размещены материалы с уникальными данными об уроженцах Интинского округа и их вкладе в победу в Великой Отечественной войне. Идея написать проект про олено-транспортные батальоны у нас коллегиальная. Да? Мы когда обсуждали, какие гранты мы могли подать на грант главы республики, да, возникла вот такая идея, потому что очень важно, да, сохранение вот памяти, и это достаточно... Не всем известный факт, что да, вот такие олено-транспортные батальоны были, да, многие про них не знают, и в нашем Интинском районе очень разрозненные сведения об этом, и мы решили по нашим селам поездить, да, пообщаться с детьми, внуками, может быть, у кого-то сохранились какая-то память, да, кто-то рассказывал, может быть, остались сами участники вот этих батальонов, и мы решили, да, взять у них интервью, поговорить с ними, взять какие-то, может быть, материалы у них остались, может быть, какие-то истории кто-то рассказывал, и мы хотим собрать это все воедино, и на нашем сайте Центральной библиотеки сделать специальный раздел, куда поместим всю эту информацию, да, чтобы люди могли ей пользоваться. Тема очень важная. Молодцы мои коллеги из Центральной библиотеки, что зацепились за эту тему и занимаются. Ну, я, в свою очередь, тоже давно уже веду исследовательскую деятельность вообще по всем фронтовикам. У нас большой список, 100 человек по последним уточненным данным. Это, конечно, включая еще людей, которые прибыли к нам попозже. Но я на всех на них ищу какие-то сведения в Центральном архиве Минобороны и нахожу. Не на всех, правда. Где-то еще есть документы, которые под замочком, под замком. Ну, пишут, что там документы в таком-то шкафу, полка такая-то, дело такое-то, но не открываются. Вот. А в общем, уже много чего нашла. И я знаю, конечно, людей, которые воевали в олено-транспортных батальонах, наши односельчане. Я кого-то из них даже помню. Вот. Кто-то не вернулся, кто не вернулся, понятно, что я их не видела. А имена открываются новые, ну вот в документах, допустим, человек, которого я знаю как вот участника Сталинградской битвы, открываю наградной лист, а там пишут, что он и на Карельском фронте тоже побывал и был ездовым в олено-транспортном батальоне. Поэтому вот открываем все, что-то новое, тема крайне важна. Память должна быть.
Реконструкторы 28-й Невельской дивизии, принявшие участие в экспедиции, рассказали жителям сельских населенных пунктов о деятельности своего военно-исторического клуба, а также привезли несколько ценных экспонатов, благодаря которым люди в буквальном смысле могли прикоснуться к истории. Все предметы можно было подержать в руках и сфотографироваться с ними. Интинцы в обмундировании представили несколько видов оружия, снаряжения и предметов быта солдат. Мне эта тема была очень давно интересна. Я слышала, ее называют белыми пятнами истории. И хотелось бы, конечно, чтобы этих пятен не было. Поездка была очень плодотворная. Много для себя нового узнали. Правда, эти пятна, чтобы не были белыми. Мы увидели наших героев батальона в лицо, как они выглядели. Мы теперь можем более приближенно что-то у себя использовать. То есть более как носилась форма, те же какие простые лица наших земляков, много интересной информации. Конечно, мне очень обидно, что мы в Инте мало это затронули, и уже очень, скажем, долгое время надо было, конечно, раньше начать узнавать, может быть, даже вполне возможно, чтобы застали ветеранов живых. Но, к сожалению, так как деревни очень отдаленно находятся, и для того, чтобы не ушла эта история, не ушли, к сожалению, уже люди, но остались и родня, и которые еще помнят и истории наших фронтовиков с батальонов. Это очень интересно, я думаю, что сотрудничество с библиотекой нам очень на пользу пошло. В ближайшее время библиотекари вместе с реконструкторами планируют выехать в поселок Абись. Расширенный репортаж о реализации проекта «Интинская летопись олено-транспортных батальонов» смотрите в одном из эфиров 5 канала. В Центральном дворце культуры и техники прошел 8-й городской фестиваль «Поющая Инта-2024 Дети». Около 200 участников, юные интинцы и их наставники продемонстрировали свои творческие способности и таланты на главной сцене города. В этом году фестиваль «Поющая Инта» посвятили Году семьи в России и, конечно же, приближающемуся 70-летнему юбилею нашего любимого города – Инты. Мы в том году уже принимали участие также с детским садом, и данное мероприятие дает очень много детям уверенности и в дальнейшем помогает раскрепоститься на сцене, так что это очень полезное мероприятие как и для детей, так и для взрослых, тех, кто выставляет их, подготавливает. Участие в нем по традиции приняли коллективы детских садов, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и культуры. В этом году организаторами было принято решение, что в номерах могут участвовать до 50% взрослых. Это стало огромным подспорьем для ребят, которые еще только вливаются в учебный процесс после длительных каникул.
После того, как все заявившиеся на фестиваль коллективы выступили, наступил важный момент – подведение итогов. Согласно набранным баллам были определены лауреаты фестиваля первой, второй и третьей степени. Какие же наши дети замечательные, какие они умные, какие они красивые, какие они талантливые. Мы теперь уверены, что наше будущее вот в таких надежных руках. Как замечательно! Какие вы молодцы! Именно наши дети сделают мир лучше, краше и счастливее. Дорогие ребята, знаете, сегодня, когда пойдете домой, обязательно расскажите своим родителям о тех чувствах и эмоциях, которые вы испытали, стоя сегодня на сцене. Папа обязательно вам пиццу закажет, мама тортик испечет и скажут, какие вы замечательные, какие вы талантливые и хорошие дети. Интинские дети самые лучшие. Инта самый лучший город. Каждый коллектив был награжден дипломами. На этом фестиваль не закончился. Второй концерт «Поющая Инта» с участием трудовых коллективов, предприятий и организаций Инты пройдет на сцене Дворца культуры и техники 26 октября. Программу, посвященную первому концерту, смотрите в эфире 5 канала в ближайших выпусках. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.